Уфимские спасатели отработали эвакуацию людей на высоте. Сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы провели учения на канатной дороге. По легенде, движение на ней остановилось, люди оказались в ловушке. В роли спасаемой выступила наш корреспондент Анастасия Ильчебаева. Подобную работу спасателям приходится проделывать не только в рамках учений, но и во время реальных инцидентов. Подробности далее. Пока все навешу, встану, перейду туда на линию, чтобы побыстрее следующий поднялся. Спасатели выдвигаются на позицию, а я в это время занимаю свою. В кабину я сейчас захожу своими ногами, а вот эвакуировать уже оттуда меня будут спасатели. Этот маршрут должен закончиться нестандартно. Выдвигаясь из точки А в точку Б, кабинка со мной уже не прибудет. Пользователи канатной дороги, а это преимущественно пенсионеры, об учениях оповестили заранее. Перевозка пассажиров приостановлена. На самом деле, когда я на это соглашалась, находясь еще там, чувствуя под ногами землю, я была уверена в своем решении. Сейчас уже немножко другие мысли. Спасатели закрепляют альпинистское снаряжение. Специалисты сначала должны взобраться на одну из опор. Но бывает, что путь до пострадавших – это еще самое легкое. Не все готовы стать спасенными. Кого-то приходится убеждать, уговаривать. 2 года назад снимали. С детишками как бы шутя общаемся, говорим. То есть, там как на аттракционе, да. То есть не приходится уговаривать, а более грузных таких женщин, которые бабушки там в возрасте, да. То есть с ними приходится это еще минут 5 убеждать, пока спустишь их. Начальник отряда Александр Григорьев знает, о чем говорит. Это он на кадрах, которые разошлись в соцсетях 2 года назад. В выходной день многие с детьми решили прокатиться на фуникулере. Из-за поломки канатная дорога встала. В ловушке на высоте оказались около 40 человек. 9 из них – малыши. Так, ножку убери. Ножку убери. Давай, поехали, плавно. Выдаю. Землю под ногами в итоге почувствовали все. Обошлось без пострадавших. Заскучать мне не дали. Подмога прибыла уже через несколько минут после остановки движения. Вся работа на спасателе Вячеславе Шуршакове. Моя задача проста – не паниковать. Специалист закрепляет для меня страховку и готовит к спуску. Сначала оденем косынку. Спасатели, конечно, люди заботливые, но беспокоится Вячеслав не о том, чтобы мне не напекло голову. Косынкой называют специальное приспособление, в которое человек словно садится. Она же и крепится к веревке. И такие вот работы, они вроде как сложные, но и в то же время... Мы готовы к спуску, но и в то же время они интересные. Так, все, мне остается потихонечку спиной поворачиваемся. Все, что остается, это довериться профессионалам. Впечатления, конечно, удивительные. Я решила воспользоваться хитростью спасателей. Так же, как они детей, убеждала уже себя, что все это лишь аттракцион. Высоты бояться – это нормально. В принципе, бояться – это нормально. Самое главное – это преодолевать страх. Делаешь шаг навстречу, и тогда все будет получаться. Приходится общаться, разговаривать. Вот у вас сегодня хорошо получилось. Вы были, несмотря на то, что некоторое опасение было, вы чувствовали себя достаточно уверенно. Вы нам доверились. Это самое главное. Я знала, кто пришел на помощь. Придут на помощь хорошие специалисты, они всегда помогут. Подразделение по одному человеку спускается по тросу канатной дороги, доходят до кабинки, и по одному они тренируются в спуске пострадавших. Каждый из спасателей должен повторить путь и самостоятельно спустить человека, по очереди выступая в роли эвакуируемых. Работа на высоте сама по себе тяжела, а на канатной дороге требуется особое снаряжение и, конечно, навыки вязания узлов. Узел УИАА. Правилами разрешается его использовать для спасения и эвакуации. Это дополнительный, чтобы уменьшить трение. Для спуска тяжелых пострадавших или парные спуски, если будет такая возможность. То есть одновременно можно эвакуировать даже по 2 человека сразу. Спасатели уложились в отведенное время. Этой отработке предшествовали недели тренировок. Несмотря на то, что все действия знакомы, и тем, у кого земля ушла из-под ног, они точно помогут ее вновь почувствовать. Анастасия Ильчебаева, Булат Садриев, Новости, Уфа.